Добрый день, коллеги, меня слышно? Коллеги, меня не слышно, не видно было по одной простой причине. В связи с самоизоляцией случилось так, что спасибо, хорошо, что сложности с интернетом, модем не подключался, и прошу прощения за такую задержку. Сегодня наш вебинар посвящен тем конкурсам, которые проводит непосредственно Центр развития общего образования, социализации и воспитания личности Института развития образования. Сейчас загружается презентация. Пока вот есть буквально несколько минуток, она пишет. Я, коллеги, очень надеюсь, что не пропадет ни звук, ни видео, потому что действительно очень сильно подвисает в последнее время интернет. Два основных блока будет в моей презентации. Первое – это конкурсы профессионального мастерства, и второе – это конкурсы, которые касаются конкурсов для наших обучающихся. Соответственно, и если будут возникать какие-то вопросы, то милости просим, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Контакты будут представлены на слайдах, презентация будет доступна к скачиванию по окончании нашего с вами вебинара. Прежде чем вот еще закачивается информация, хочу сказать, что вся информация по всем конкурсам представлена на сайте Института развития образования в разделах, мы с вами тоже про них пройдемся, в разделах «Деятельность». Интернет очень сильно висит. В разделах «Деятельность». Мы с вами это увидим, я вам покажу, поэтому надеюсь, что сложностей с этим у нас с вами также не возникнет. Ну что, презентация моя загрузилась, поэтому я позволю себе начать. Итак, замечательно. Коллеги, фактически, как я уже сказала, начнем мы с вами с конкурсов профмастерства. Итак, мы вместе – это хэштег, который используется в принципе во всей нашей стране в ситуации, когда мы с вами находимся все в самоизоляции, ситуация, когда мы дистанционно обучаем наших детей, и фактически понятное дело, что дополнительные сложности возникают, конечно же, в том числе и с организацией конкурсных движений. Но в том числе очень многие конкурсы, особенно если мы говорим для конкурсов для детей, они связаны так или иначе с той или иной предметной областью. Поэтому в ряде случаев их можно засчитать в том числе и как некую проектную деятельность. Итак, коллеги, что же касается конкурса профессионального мастерства. Все вы прекрасно знаете, что у нас идет конкурс «Учитель года», что несмотря на все сложности, которые у нас возникли в стране из-за ситуации пандемии, фактически все прекрасно знаете, что при приказе Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 11 февраля 2020 года был утвержден порядок республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Учредителями являются Министерство образования, науки и молодежной политики, Коми республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Научно-методическое и организационно-методическое сопровождение конкурса осуществляет Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования, Коми республиканский институт развития образования. Конкурс проводится в целях выявления талантливых учителей, их поддержки, поощрения, повышения социального статуса. И, конечно же, конкурс направлен на развитие профессиональной деятельности педагогов. В конкурсе принимают участие 22 педагога из 16 муниципальных образований, 2 государственных учреждений. Это Республиканский центр образования и гимназия искусств при главе Республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова. На звание лучшего учителя Коми претендуют, как я уже сказала, 22 педагога.
И фактически с 16 по 17 марта уже прошел установочный семинар, и в рамках этого установочного семинара прошло конкурсное испытание СЦ, которое сейчас оценивается, и конкурсное испытание интернет-ресурс, которое сейчас идет у нас с вами в дистанционном режиме. Экспертиза этих материалов была продлена. Соответственно, в связи с вот этим конкурсом, коллеги, приглашаем педагогов, родителей и обучающихся поддержать победителей муниципальных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России», участников республиканского конкурса и принять участие в конкурсе видеороликов «Расскажи о своем учителе». Каждое муниципальное образование может представить один видеоролик длительностью не более 1 минуты, выполненный в любой технике. Это может быть видео, фото, фильм, мультипликация. Все работы принимаются по электронной почте. Она представлена у вас на слайде до 1 мая 2020 года. И победитель будет определен оргкомитетом конкурса. Коллеги, уже обращались, наверное, к вам наши конкурсанты, поэтому, соответственно, прошу их в этом поддержать. Следующий конкурс, который у нас идет, это конкурс «Воспитатель года 2020». Кстати, забыла сказать, что ориентировочно сроки проведения очного этапа конкурса, «Учитель года» перенесены ориентировочно, повторю, на май месяц. Но пока никаких документов нет от Федерации в том числе, поэтому мы более подробно сказать не можем. Еще один конкурс, который также у нас проводится, сейчас проведение очного этапа отложилось, это «Воспитатель года». Экспертиза проходит заочного тура республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года Россия». Вся информация, вы видите, представлена на слайде Института развития образования. Здесь вы видите и количество участников. Видите, что у нас это 17 муниципалитетов Республики Коми. Всего у нас количество участников здесь также представлено. Также был приказ Министерства образования, науки и молодежной политики о проведении данного конкурса. И, соответственно, также мы переносим сроки, об этом мы также сообщаем. Сейчас я проговорю вам о том, какие конкурсы у нас, какая конкурсная деятельность у нас в рамках профессионального конкурса профессионального мастерства еще ведется. И, во-первых, это республиканский конкурс проектов в сфере дошкольного образования, направленных на развитие вариативных и альтернативных форм дошкольного образования. Коллеги, у всех представлены, у всех конкурсов закреплены ответственные лица, поэтому внимательно смотрите. Презентация, напоминаю, будет доступна. Если будут возникать какие-то сложности, пожалуйста, перезагружайтесь. Пожалуйста, перезванивайте. Итак, данный конкурс у нас направлен, вот она новость представлена. Смотрите, собственно, как я и говорила, деятельность для педагогических работников. И вы здесь видите, собственно, все требования, которые есть по этому конкурсу. Немножечко. Итак, вы видите, что в республиканском конкурсе у нас с вами могут принимать участие индивидуальные предприниматели, организации, независимо от организационно-правовой формы.
осуществляющие деятельность по оказанию образовательных услуг по дошкольному образованию или услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в том числе и, конечно же, услуги по дневному пребыванию детей. Это образовательные организации, использующие вариативные формы дошкольного образования, например, группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, центры игровой поддержки, консультационные пункты и другие вариативные формы для детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации. На слайде у вас представлена вся нормативно-правовая база для организации этого конкурса. Есть приказ Министерства образования, науки и молодежной политики от 3 апреля. Я напомню, что сроки данного конкурса у нас с вами с 13 апреля, то есть он только-только стартовал фактически, вот вторую неделю мы его сопровождаем, по 3 июня, коллеги. То есть у вас есть время оценить, сможете ли вы в нем принимать участие. Вы видите, что обеспечить развитие вариативных альтернативных форм дошкольного образования. И мы знаем, что у нас есть такие образовательные организации. Ну и задачи выявления, поддержка проектов, форм, средств, технологий альтернативных и вариативных форм оказания услуг дошкольного образования, поэтому вполне возможно. Далее, ответственные лица: Карманова Юлия Владимировна и Королева Анна Владимировна. Вы видите, сроки представлены. То есть до 28 апреля предоставляется в электронном виде на регистрацию. У вас еще, коллеги, неделя. Далее будут другие очные этапы. Далее. Условия участия в конкурсе. Я уже говорила, кто. Оргкомитет конкурса. Посмотрите, это и Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, и Институт развития образования, и Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж, и Комреспубликанская организация профсоюзных работников народного образования и науки Российской Федерации. Требования к проекту, посмотрите, ограниченность по времени, целям и задачам, то есть результаты должны быть, должно быть возможно проконтролировать целостность, последовательность и связность, объективность и обоснованность, компетентность автора и персонала и, конечно же, жизнеспособность. Соответственно, вот такие конкурсы для образовательных организаций. И сейчас вот коллеги мне добавили еще одну презентацию по еще одному конкурсу в рамках деятельности именно педагога. Это конкурс за нравственный подвиг учителя. Коллеги, вот эта презентация будет отдельно, пока она загружается. Я позволю себе вам напомнить, что республиканский этап сейчас проходит 15-го всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии за нравственный подвиг учителя. Коллеги, видно эту презентацию? За нравственный подвиг учителя? Да, хорошо. Итак, коллеги, данный конкурс, было принято решение о продлении. Замечательно. Да, было принято решение о продлении сроков данного конкурса. Соответственно, конкурс проводится в целях стимулирования творчества педагогов и воспитателей образовательных организаций, поощрения их за многолетнее высокое качество воспитания. И конкурсные материалы у нас с вами представляются в срок до 14 мая 2020 года. Соответственно, коллеги, у вас есть, я знаю, что многие сейчас как раз-таки
активно начинает подавать заявки по этому конкурсу. За прошлую неделю мы получили свыше 20 заявок, потому что фактически очень были сжатые сроки проведения, и вот в связи со всей этой ситуацией у коллег просто фактически не было возможности загрузить. Презентация будет доступна в конце. Далее, коллеги, я прошу прощения за вот эти вот правки, не успела проверить в авральном режиме, вот коллеги мне только предоставили информацию, Татьяна Сергеевна, поэтому немножечко внешний вид страдает, я прошу прощения за него, не успела проверить. Итак, что же это за конкурс? Фактически я напоминаю, что конкурс проводится в соответствии с поручением полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Министерства образования, науки и молодежной политики в целях укрепления взаимодействия светской и церковных систем образования по духовно-нравственному воспитанию и образованию граждан Российской Федерации. А я напоминаю, что это одно из требований федеральных государственных образовательных стандартов. И к участию приглашаются представители всех типов образовательных организаций Республики Коми. Это и педагоги, и воспитатели, и специалисты в области воспитания, и коллективы авторов не более 3 человек. И, кроме того, еще и руководители. Соответственно, коллеги, спектр достаточно большой, кто может принимать участие. Я напомню, что ежегодно наши с вами коллеги достойно представляют республику на федеральном уровне. Поэтому далее. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми был в январе месяце. Он также выложен на сайте института. Цели конкурса я уже вам назвала. Условия участия фактически представлены на слайде. Позволю себе остановиться лишь на некоторых из них. Это основание для участия в конкурсе является личная заинтересованность, и каждый участник может представить не более одной конкурсной работы в одной номинации. Бесплатное участие, конечно же, и участник или участники должны представить конкурсные работы, которые не участвовала и не участвуют сейчас в других конкурсах. И, коллеги, на отдельный слайд специально вывели, что в связи с объявлением Российской Федерации нерабочих дней, соответственно, сроки приема конкурсных материалов были продлены до 14 мая 2020 года. До 14 мая. Какие документы мы от вас ждем? И сейчас уже даже приходят. Коллеги, я сказала, в конце будет доступно скачивание. Итак, какие же конкурсные материалы мы от вас ждем? Во-первых, это заявка на участие, которая оформляется в соответствии с требованиями. Далее, это согласие на обработку персональных данных и на публикацию тиражирования конкурсных работ. Краткая аннотация работы в объеме не более 1000 печатных знаков. Конкурсная работа, требования к ней также представлены в положении. Приложение к конкурсной работе, если вы считаете, что это необходимо. Рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы специалистов, подтверждение о практической реализации внедрения разработок. Это тоже по вашему желанию. И при этом обращаю ваше внимание, что заявка, аннотация, согласие на обработку персональных данных и аннотация подписывается лично претендентом. В случае коллективной заявки, соответственно, всеми претендентами. При этом, коллеги, обращаю ваше внимание, что материалы направляются к нам и в электронном, и на электронном, и на бумажном носителе. Пакет конкурсных материалов, посмотрите, в 3 экземплярах. Первое – портал. Сейчас мы по нему пройдемся.
и выслать конкурсные материалы по указанному на сайте адресу. Второе, в электронном виде загрузить конкурсные материалы на федеральный электронный портал конкурса. Если сложности какие-то возникнут, коллеги, то мои коллеги вам в этом помогут. Вы связываетесь либо со мной, либо с Тамарой Александровной Четкиной, которая отвечает за этот конкурс. Ее рабочий телефон работает, он переведен на личный сотовый, поэтому, коллеги, единственная просьба, звоните, пожалуйста, в рабочее время, потому что тяжело бывает, когда вот мне тут некоторые образовательные организации звонят и после 10 вечера в нерабочее время, а еще и выходные дни. Понятно, что есть разные ситуации, но давайте все-таки придерживаться некоего регламента. И третье, обязательно выслать оригиналы конкурсных материалов в печатном виде по адресу. Адрес представлен. Требования есть, я на них останавливаться не буду. Если возникнут вопросы, сложности, пожалуйста, звоните, мы вам поможем. И оценочные показатели, которые для вас будут своего рода помощником при оформлении материалов, соответственно, посмотрите, пожалуйста. То есть такие как результативность образовательного процесса, возможность самовыражения воспитанников, результативность образовательного процесса, наличие рецензий на представленный материал и так далее. Кроме того, большое внимание мы будем уделять также и оформлению работы, насколько конкурсная работа соответствует требованиям по оформлению работ. И вот они продолжаются. Коллеги, я позволю себе сейчас продемонстрировать, где... Так, секундочку. Рабочий стол. Коллеги, я сейчас попробую. Если не будет что-то видно, слышно, то, соответственно, пожалуйста, посмотрите. Вкладка Chrome. Я сейчас вам попробую продемонстрировать. Собственно, если кто-то еще не знает, просто обратите особое внимание на нашу страничку, где на страничке Коми Республиканского института развития образования располагается, собственно, информация. Коллеги, я надеюсь, что видно. Видно? Сейчас я перейду, на секундочку, все видно, замечательно. Итак, смотрите, коллеги, это заглавная страничка нашего Института развития образования. Соответственно, здесь мы с вами заходим в деятельность, вкладочка «Деятельность», вкладочка «Конкурсы». И у нас здесь представлены, собственно, 6 подразделов. Для обучающихся, для педагогических работников, для образовательных организаций, библиотек, методистов и от наших с вами партнеров. Давайте посмотрим. Для педагогических работников есть ссылочка на сайт профессиональных конкурсов. И мы на нее чуть позже сходим, посмотрим. Посмотрите, здесь представлены все конкурсы, которые проводит Институт развития образования. То есть не только наш центр. Например, здесь есть Комивеодыш, материалы по нему. Есть материалы за нравственный подвиг учителя. И если, например, мы выходим... Секундочку. Подвисаем. Коллеги, надеюсь, что это только у меня. Если мы выходим по этой ссылочке, то посмотрите, здесь представлена основная информация. Здесь написано, что до 31 марта, но посмотрите, сроки проведения по 12 мая, в новости просто. Есть приказ, есть связанные с этим новости. По приказу, посмотрите, здесь прописаны, кто ответственные лица, куда вы загружаете материалы, как загружать материалы на сайт конкурса Синодального отдела Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, по какой ссылке и куда направлять материалы.
Если возникают какие-то вопросы, то есть, соответственно, телефоны ответственных лиц. Также в презентации будет представлен и мой телефон, по которому вы тоже также можете со мной связаться в любое рабочее, желательно рабочее время. Далее, посмотрите, есть страничка «Профессиональные конкурсы», где точно так же можно просмотреть все конкурсы, которые проводит Институт развития образования. Здесь все конкурсы, про которые я говорила. Ну и конкурсы других центров, которые также проводит Институт развития образования. Коллеги, возвращаясь, собственно, к марафону конкурсов, переходим непосредственно к конкурсам для... презентации нет. Презентация появилась? Замечательно. Итак, конкурсы для обучающихся. Конкурсов для обучающихся в Институте развития образования на сегодняшний день также достаточно много. Я расскажу лишь о тех конкурсах, которые проводит непосредственно наш центр развития общего образования. Итак, первый конкурс, о котором я хотела бы остановиться, это конкурс проектов «Экология – это мы». Ответственная за него методист центра Галкина Анастасия Александровна. Контактный телефон представлен. Итак, что же это за конкурс? Также он находится, вот посмотрите, главная деятельность для обучающихся, вы увидите, и увидите этот самый конкурс. Конкурс «Экология – это мы», и вы видите, что проекты принимаются по 14 мая 2020 года. Далее, посмотрите, положение о конкурсе с 1 апреля по 14 мая, как я уже и говорила. Необходимо подать заявку по определенной форме. В конкурсе принимают участие субъекты образовательной деятельности. Это у нас, собственно говоря, педагоги совместно с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Для чего мы это делаем? Коллеги, экологическая проблема – это одна из глобальных проблем человечества на сегодняшнем этапе развития, поэтому необходимо привлекать внимание детей, начиная уже с дошкольного возраста. Соответственно, на сайте вы размещаете информацию. Конкурс проводится по двум основным номинациям. Лучший проект по экологическому воспитанию детей среди дошкольных образовательных организаций и лучший проект по экологическому воспитанию детей среди общеобразовательных организаций – это начальные классы. Посмотрите, что необходимо. Описание совместного экологического проекта педагога и обучающегося. Кроме того, это может быть не только обучающийся самостоятельно, но в современной ситуации, когда дети учатся у нас дистанционно, и часть ответственности за образовательный процесс возложена на родителей, законных представителей, мы здесь прописали в том числе и членов их семей. То есть вы можете дать задание, например, в рамках окружающего мира, предмет окружающего мира, если мы говорим про начальное образование, которые дети выполнят дома совместно со своими родителями, и этот проект, соответственно, каким-то образом подтвердят. Либо это фотоматериалы, видеоматериалы, то есть как будет угодно. Далее, материалы к проекту разработки, фотоальбом, достижения, перспективы, дополнительные материалы, являющие приложение к проекту. Ну и посмотрите, в принципе, здесь ничего сложного, необходима только заявка и приложение, где будут выставлены вот подтверждающие документы. Что будем оценивать? Отражение актуальности проекта, отражение новизны проекта, авторская идея, то есть ребенок должен понимать, о чем он говорит, для чего он это говорит и, собственно, зачем. И далее соответствие проекта требованиям в дошкольного образования и начального общего образования. Разработанность материала, то есть логика, полнота, корректность подачи информации, соответствие ожидаемым результатам, возможности трансляции опыта массовой практики, ну и вовлечение в реализацию проектов активных участников, например, детей, родителей, социальных партнеров, средств массовой информации, общественных организаций и так далее. Создана у нас экспертная группа, которая оценивает эти проекты, ну и, соответственно,
Далее выстраивается рейтинг и назначаются места. Все участники получат сертификат участника, ну и плюс дипломы. 1, 2, 3 степень. Далее это новый конкурс, который мы еще не проводили ранее, и он уже идет, так же, как и конкурс проектов «Экология – это мы». Это конкурс «Лучший буктрейлер к произведению о Великой Отечественной войне». Ответственный лицо за конкурс – это у нас, помимо меня, еще и Рочева Елена Владимировна, также методист центра. Соответственно, о чем у нас этот конкурс? Коллеги, у нас запущен республиканский проект «Читающая страна». Соответственно, в этой связи, посмотрите, мы запустили конкурс с 12 марта по 26 апреля 2020 года. Этот республиканский конкурс мы запустили с целью привлечь внимание обучающихся к произведениям о Великой Отечественной войне. Что у нас здесь происходит в рамках этого конкурса? Посмотрите, в конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов по следующим номинациям. Буктрейлер 5-6 классы, буктрейлер 7-8 классы, буктрейлер 9-11 классы. Допускается не более 5 буктрейлеров от одной образовательной организации и не более 2 буктрейлеров в одной номинации. Необходимо пройти электронную регистрацию, пройти по ссылке и так далее. То есть смотрите, что необходимо, как проводится этот конкурс. На конкурс представляются буктрейлеры, снятые либо созданные любыми доступными средствами. Продолжение видеоролика не более 3 минут. Участники сами определяют жанр буктрейлера. Это интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм. Создание буктрейлера может осуществляться как индивидуально, так мы, как уже сказали, и групповыми. Группа не более 3 человек. С различными распределением обязанностей, написание сценария, видеосъемка, написание текста для озвучивания и так далее. То есть буктрейлер, все вы прекрасно знаете, ребенок, либо группа детей рассказывает о какой-то книге, посвященной тематике Великой Отечественной войны. Коллеги, мне кажется, это очень интересно. Если честно, на этот конкурс нас натолкнула одна из коллег в рамках конкурса «Лучшая школьная библиотека». То есть библиотекари, наши с вами коллеги, уже проводят такую работу, и фактически в этой связи можно попробовать детей привлечь и так, когда ребенок высказывает иногда очень интересное, необычное иногда мнение о том или ином произведении о Великой Отечественной войне. Поэтому нам хочется услышать, что говорят дети про те или иные произведения. И кроме того, коллеги, можно таким образом, выставляя вот эти вот буктрейлеры в средствах массовой информации на сайте Института развития образования, где дети сами рассказывают о книгах, мы хотим также привлечь других детей посредством работы их сверстников. Коллеги, конкурс продлен до конца этой недели, до 26 апреля. Мы специально продлили сроки конкурса, потому что вот такая ситуация в стране. Мне кажется, это будет интересно. Попробуйте те работы, которые уже сейчас поступили к нам, они безумно интересны. Иногда смотришь и думаешь, ребенок видит произведение совершенно по-другому, нежели взрослый, и его взгляд на это произведение достаточно интересный. Далее, критерии оценивания, посмотрите, они очень простые. Это информативность, оригинальность, техническое мастерство реализации, органичное сочетание видеоряда, звукового сопровождения и эстетика оформления дизайна. Итак, далее. Следующий конкурс – это «Лучший наставник».
Конкурс, о котором я уже не раз говорила, и в видеозале есть подробный, посмотрите, я даже презентацию взяла, установочный вебинар по процедуре проведения, поэтому более подробно можете посмотреть именно там, вот специально оставила этот слайд, установочный вебинар, поэтому, где я почти час рассказывала о особенностях этого конкурса. Здесь я себе позволю остановиться лишь на основных моментах. Коллеги, конкурс продлен до 26 апреля. Цель конкурса – хотим выявить лучшие практики наставничества и в дальнейшем тиражировать эти практики для создания базы практики наставничества в Республике Коми. Участники – это носители практик наставничества, обучающиеся образовательных организаций, общеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования. У нас с вами две номинации. Первая номинация – это форма наставничества ученик-ученик, читаем студент-студент. То есть мы помним, что по формам наставничества это синонимичные понятия. Если ученик-ученик – это для общеобразовательных организаций, то студент-студент для организации СПО. Далее, форма наставничества студент-ученик. Здесь мы рассматриваем несколько форм наставничества. Это студент СПО ученик или студент высшего образования ученик. Коллеги, по этим формам можно рассматривать требования к конкурсу незначительные. Контактным лицом по этому конкурсу являюсь я, заведующий центром Исаева Наталья Николаевна. Мой телефон здесь представлен. Причем были случаи, когда и дети сами звонили мне, уточняли информацию, что именно подразумевается. Позволю себе остановиться лишь на одном пункте здесь. Первое. Это то, на двух пунктах, простите. Первое, это то, что необходима нам с вами заявка, согласие на обработку, анкета. Они здесь все представлены, и заявка. Мы здесь говорим, подписаны руководителем образовательной организации. Коллеги, понятное дело, что сейчас не обязательно подписанное, но согласованное. То есть руководитель образовательной организации должен знать, что его обучающийся направляется для участия в данном конкурсе. Далее, согласие на обработку персональных данных, помним, две формы, может их быть в зависимости от возраста обучающегося, и анкета участника республиканского конкурса. Она несложная, она заполняется. Коллеги, там, где нет возможности отсканировать, либо распечатать, потому что дети сейчас у нас с вами занимаются дома в дистанционной форме, мы пошли пока на тот формат, что мы разрешаем детям там, где написана подпись, поставить просто фамилия и инициалы. Самое главное, и так аналогичное согласие на обработку персональных данных. Понятное дело, что если здесь будут прописаны паспортные данные, то, как я говорю, не каждый, то есть они же не в свободном доступе. Соответственно, если вы прописали паспортные данные, вы даете уже согласие на обработку персональных данных. Если это в редких случаях, когда нет возможности распечатать и хотя бы сфотографировать. Кроме того, прописано в положении 10 мегабайт максимальный объем. Все мы прекрасно понимаем, что если сейчас нет возможности отсканировать материалы, соответственно, фотографии весят больше, поэтому мы говорим о том, что объем может быть чуть больше. Валерия, не совсем поняла ваш вопрос. А что это вебинар в виде презентации? Коллеги, поясните, я, наверное, не понимаю, в чем вопрос. Требования к конкурсным материалам представлены. Спасибо. И, соответственно, вот здесь также прописаны какие требования. Приложением к данному конкурсу, подтверждающими документами, могут быть следующие. Это могут быть фото, видео, это могут быть планы работ, они здесь представлены, как одно из требований. Это могут быть отзывы наставляемого о наставнике, как вариант, либо отзывы координатора от образовательной организации. И здесь хочу еще обратить внимание на то, что по приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми положение о наставничестве должно было быть создано у нас с вами до 15 мая во всех образовательных организациях. Но
Дети звонят и спрашивают, и руководители спрашивают, можем ли мы предоставить материалы на конкурсы, если у нас нет такого положения. Соответственно, коллеги, в этой связи мы понимаем, что даже если не разработано это положение, но в вашей образовательной организации уже реализуется наставничество в тех или иных формах, то фактически мы принимаем ваши материалы. Еще два конкурса, на которые я хотела бы обратить ваше внимание. Это конкурс для обучающихся, который называется «Права человека в мультипликационных фильмах». Коллеги, мы говорили про этот, мы говорили с вами про этот конкурс, также проводили установочный вебинар по этому конкурсу. Что в нем требуется? Я сейчас также продемонстрирую. Спасибо. Наталья, я учту на будущее. Я также вам сейчас продемонстрирую страничку сайта нашего. Итак, посмотрите, конкурс видеороликов, который «Права человека в мультипликационных фильмах разных времен» с 10 марта по 30 апреля проводится для обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования и обучающихся в 8-11 классов общеобразовательных организаций. Есть приказ о проведении данного конкурса и есть положение об этом конкурсе. Коллеги, мы говорим о том, что данный конкурс проводится с целью и даже, скажем так, в рамках, наверное, предметной области обществознания, экономика и право, даже более, наверное, обществознание и право. Коллеги, в данном случае этот конкурс направлен на мотивирование обучающихся к творческой деятельности и использованию предметных знаний из курса обществознания и права. И в данном случае мы говорим о повышении мотивации к изучению данных предметов, ну и, конечно же, развитии коммуникативных навыков. Итак, коллеги, что мы от вас здесь ждем? По 26 апреля, то есть до воскресенья, мы от вас ждем материалы, видеоролик продолжительностью 3-5 минут, где обучающиеся представляют материалы из мультипликационных фильмов, где, коллеги, фактически будут представлены какие-то нарушения, возможно, и, собственно, ну, помните, там, волк, ну, погоди, курит. Нарушение каких это прав, да, или какого пункта Гражданского кодекса Российской Федерации и так далее. Соответственно, ребята очень творчески мыслят, очень творчески подходят, и те работы, которые вот сейчас представлены нам, уже коллеги наши, ребята наши прислали, действительно такие мультипликационные фильмы вспоминают, которые, ну, очень интересно подают информацию. Опять-таки же, данные видеоролики мы будем выкладывать на портале «Открытое образование», на сайте Института развития образования, и вы также сможете, коллеги обществоведы, сможете использовать эти видеоролики, в том числе и на своих предметах для демонстрации тех или иных нарушений. И последний конкурс, я вам хочу его просто пока анонсировать. Начинается он с 22 апреля, поэтому пока информация на сайте Института развития не выставлена, но она появится уже сегодня, чуть позже вечером. Хочу сказать, что этот конкурс у нас с вами посвященный чествованию 75-летия Победы. И в этой связи это конкурс смарт-мобов,
который называется «Помним, гордимся, читаем». Этот конкурс для организованной группы детей от 6 до 10 лет с участием родителей, родственников, друзей. Что необходимо? Необходимо выбрать отрывок из произведения или стихотворения о Великой Отечественной войне, разделить его на части между участниками группы, записать на видео, как каждый участник читает свою часть вместе с родителями, родственниками, друзьями, то есть привлекая общественность вот к этому моменту. Понятное дело, что у нас самоизоляция, поэтому вот мы и говорим, что фактически конкурс смарт-мобов – это, тем более, коллеги, 6-10 лет, мы понимаем, что это начальная школа, либо же старшая группа дошкольных образовательных организаций. Если руководитель, либо воспитатель, либо классный руководитель в классах в начальной школе, выберете совместно с родителями какое-то произведение, разделите его на части, и дома ребенок вместе с родителями, бабушками, дедушками, то есть те, кто живут вместе, запишут свой фрагмент. И далее либо классный руководитель, либо родитель, взявший на себя такую ответственность, смонтирует из этих кусочков видеоряд продолжительностью не более 4 минут. Вот это и будет наш с вами смарт-моб. Помним, гордимся, читаем. Фактически, коллеги, 6-10 лет. То есть это старшая группа детского садика и начальная школа. Нам показалось, что это будет интересно. Попробуйте, участвуйте, дерзайте. Мы всегда рады вам помочь. Контактная информация представлена. Я благодарю за внимание. Будут вопросы, обращайтесь. Презентации я сейчас открою для доступ для скачивания. Коллеги, файлы появились? Коллеги, файлы под моей презентацией появились? Да. Обновитесь. Обновите страничку, и у вас появятся файлы. 2 презентации. Их можно скачать. Необходимо обновиться. Я не буду закрывать доступ. Поэтому, коллеги, хорошего дня, терпения, тем более в таком действительно сложном времени, когда очень много на нас с вами сейчас ответственности, работы. Всего доброго. До свидания.